Вы себя удобно ощущаете? Да. Оп-оп-оп. Алматинец Беркин Булатов – цирковой артист очень редкого жанра. В Советском Союзе таких как Беркин называли клишниками. Сейчас больше в ходу понятие «каучук». Это означает, что артист способен придать своему телу практически любую форму. Я, наверное, уже устал, потому что уже действительно сколько занимаешься, сколько лет уже. Я говорю, 30, какой 30, 33 года. С 3 лет папа уже начал заниматься. Беркин из цирковой семьи. Его отец в раннем детстве начал подбирать подходящее призвание сыну, и внимание привлекла невероятная гибкость ребенка. Беркин начал выступать с родителями. Номер 3-летнего гутоперчивого мальчика вызвал интерес у иностранных цирковых агентов, и Беркину предложили выступать в Польше. С тех пор клишник более 20 лет выступал на аренах известных цирков Англии, Чехии, Бельгии, Нидерландов и Франции. Sauf Berkin, puisque le contorsionnisme est un art du corps jeune. Контракт с крупным европейским цирком – большая удача и тяжелый труд, говорит Беркин. Приходится отдаваться по полной, давать в неделю большое количество представлений и постоянно находиться в разъездах, но и заработок того стоит. Здесь мы получаем за месяц зарплату, которую я говорил, что типа за репетицию, а там получаешь за выступление, за каждое. И получается, если 20 представлений в месяц дашь, уже получается 20 раз больше получаете. Гастролировать за границей артист больше не хочет. Он осел на родине, создал семью и сейчас работает в алматинском цирке. Беркин говорит, что его искусство в Алма-Ате пока еще востребовано, но говорит о будущем очень осторожно. Он уже 2-й год преподает в цирковом колледже и отмечает, что поток молодых артистов уменьшается, а придумать и притворить в жизнь качественный сольный номер получается у единиц. Чтобы сделать номер, нужны деньги. Это как бизнес открыть. То же самое. Маленькие деньги, конечно, смотря какой там. Именно даже какой-то обычный красивый стол заказать, нужны опять же деньги. Реквизит. Реквизит нужен, костюмы. Ну, это музыка, постановка. Это, опять же, надо вкладываться. И опять же, наверное, к этому от этого и отталкивается, что нету денег. С возрастом связки Беркина стали менее эластичными, и сейчас он готовится к смене жанра выступлений. Он хочет пойти по стопам своего отца и попробовать себя в клоунаде. А дело артиста будут продолжать его дети. С дочерью и сыном Беркин намерен заниматься сам и передать им все секреты мастерства. Дмитрий Беляков, Павел Энгельгард. Настоящее время.